ГСП онлайн. Городские новости сейчас. С наступлением весенней оттепели жители Шудаяга снова забили в набат. Местная школа номер 7 сразу в нескольких важных местах дала течь. На подоконнике в учительской стоят тазики, а на полу ведра. В столовой в некоторых местах можно найти плесень. Душевая в раздевалке для девочек в спортзале навевает отнюдь не эстетические сравнения. Те же ведра в библиотеке. Говорят, зимой некоторые рекреации утепляют матрацами. И равнодушные родители собрали подписи в поддержку сохранить школу на 44 листах формата А4. Хочется, чтобы школа жила. Я сама приехала в эту школу, я начала работать с этой школы в 1994 году. И вот с каждым годом, глядя на то, что происходит в родной уже школе, скажем так, потому что оба ребенка учились здесь, достаточно часто, я сейчас работаю в детском саду, достаточно часто проходит много совместных мероприятий среди воспитателей, учителей, воспитанников, учащихся, родителей. Поэтому вот с каждым годом, глядя на то, что вот происходит в школе, конечно, сердце болит и хочется, чтобы школа жила. Седьмая школа стоит 54 года без капремонта. За последние годы только в 2016-м был ремонт кровли над спортзалом, переходом столовой. Но спустя пару месяцев она дала течь. Оказалось, подрядчик сэкономил на теплоизоляции. Все равно, что в Африке сэкономить на холодильнике, не правда ли? Небольшое финансирование выделяли в 2017 году на ремонт полов и другие некрупные работы. Какие-то деньги еще удавалось найти самостоятельно, но это капля в море. Главное, что в школе особо рассчитывать не на кого. Мы не в зоне ответственности Лукойла, на кого бы мы могли рассчитывать. Они говорят, у нас 15-23 Ярига. Мы не в зоне ответственности Газпрома, потому что там есть другие школы. Да? Спасибо Газпрому, они нам 5 лет назад поле сделали, которое сегодня тоже уже пришло в негодность совершенно. Поэтому на федеральные программы нам тоже не приходится рассчитывать, потому что на сегодня это федеральная программа по вторым сменам, у нас ее нет, и федеральная программа по сельским школам. Мы не сельские школы. Все, нам рассчитывать больше не на что, только бюджет. 19 марта, после волны народного негодования, учебное заведение посетили с инспекцией гости из городадминистрации. Увиденное произвело сильное впечатление на Магомеда Османова и Марину Метелеву. Но по ближайшим действиям информация такова. Было озвучено, что приглашали людей, они озвучили здесь именно вот спортзал полностью 3,2 миллиона рублей. Это даже не обсуждаемая тема, деньги будут выделены. И дополнительно выделили деньги для того, чтобы понять, сколько нужно для того, чтобы отремонтировать полностью столовую. То есть там как бы окна заменены, там кровля тоже делалась, но я предполагаю, что там вот из-за старой течи, которая была, пошла эта плесень. Плесень и ту берем. И само здание кухни, варочного цеха тоже отремонтируем. Предложил директору пригласить тех же людей, которые здесь осмечивали это все, пригласить, осметить сумму, и дополнительно деньги будут выделены. То есть я хочу сказать одну, что 100% могу заверить, что именно спортзал, кухня и вот этот вот переход мы однозначно за счет наших местных денег сделаем. Расчетная дата завершения реконструкции 1 сентября 2019 года. Однако, безусловно, проблемы с ремонтом есть не только здесь. Сам мэр объективно замечает, что капитальный ремонт во всех учебных учреждениях муниципалитета потребует колоссальных денег. В ближайшие 3-4 года их не ожидается. Плюс, как воздух, нужна помощь республики и федералов. Кстати, администрация уже сейчас обратит внимание на 8-ю школу в поселке Ветлосян. Положение здесь схоже с Шудаягом. Лет 15, как мне говорили, у них вход даже через двор они заходили, у них не было входной группы. Мы в прошлом году сделали входную группу. Как поднимаешься, правое крыло, практически все у них текет, там даже стекол нету, забито фанерой. Все. Будем приводить, вот у меня тоже вот такое желание привести его тоже в нормальное состояние. Опять же, все успеть хотят к началу нового учебного года. Дополнительно сейчас решается вопрос, чтобы поменять окна и сделать фасады разноцветными в школах 16 и 20. Они находятся на въезде в Ухту, хочется сделать их наряднее.